Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим в прямом эфире одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Николай Слепцов, Айдын и Мария Новгородова. У микрофона Любовь Петрова. Сегодня 25 октября, Международный день художника. Надо сказать, что это не официальный праздник, но сегодня день рождения великого художника Пабло Пикассо. И поэтому, видимо, вот так вот решили объявить это 25 октября Международным днем художника. И сегодня у нас в студии художники, и мы будем говорить о современном искусстве. Представляю гостей студии. Председатель Союза художников Якутии, художник-дизайнер Ольга Скорикова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга. Художник Косторез, преподаватель Намского педколледжа Роман Петров. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман. И художник, преподаватель Агики Надежда Комиссарова. Здравствуйте, Надежда. Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Во время прямого эфира вы можете присоединиться к нашему разговору и задавать гостям студии интересующие вас вопросы. Ольга, начнем с вас. Как председателя Союза художников Якутии, вот что нового сейчас происходит у вас в Союзе? Ну, за последний год у нас произошло много интересных событий. Прежде всего, это большое количество выставок. У нас порядка 20 выставок в этом году получилось. Причем это не было поставлено такой задачи, не было заранее запланировано. Просто скорее мы откликаемся на все приглашения. И спектр выставок тоже у нас необычный, достаточно широкий. Например, это выставка, посвященная Кулаковскому с огромной инсталляцией в ДК Кулаковского. Это выставка «Я не боюсь. В России моя история». Выставка «Живая Арктика», где участвовали не только члены нашего союза, но и приглашенные со стороны самодеятельные художники, и плюс наши текущие профессиональные выставки. Также у нас были выездные выставки во Владивостоке, было целых 3 выставки у нас. И уже сейчас мы готовимся на следующий год к серьезной выставке в Красноярске, в Российской академии художеств. Будет выставка «Земля Аланхо», и там будут представлены работы ведущих якутских художников. А персональные выставки? Персональных выставок у нас тоже очень большое количество. И этому способствует то, что у нас появилась 3 года назад своя собственная галерея в Союзе художников. Находится она в здании художественного фонда по Белинского, 44. Это не очень большая галерея, порядка 70 квадратных метров. И поэтому там достаточно легко организовать свою персональную выставку. Вот в данный момент, например, приглашаю всех желающих посетить персональную выставку известного художника, поэта, писателя, журналиста Николая Курилова, который выступил в новой для себя роли. Он выступил как фотохудожник. Его выставка очень интересная получилась. Она полностью посвящена инею. Человек сидел во время ковида в ограничениях дома, и то, что он видел из окна, он фотографировал. Это очень интересно, потому что это как бы увеличенное, да, все, как через увеличительное стекло. Также у нас была выставка современного искусства в Москве, о чем Надежда позже расскажет. И было успешное участие в конкурсе Романа Петрова, о котором он тоже сам подробно расскажет. Еще я бы хотела порадоваться тому, что сразу 2 якутских художника были отмечены высочайшими наградами. Михаил Старостин получил звание почетный член Российской академии художеств, и Байтунов получил у нас звание член-корреспондента Российской академии художеств. Это очень много на один регион, сразу 2 таких высоких звания. Это вот говорит о том, что наш союз действительно очень сильный, и его принимают и понимают на уровне России. Его признают. Да. Поздравляем. Спасибо. Наших художников и вас тоже. Спасибо. Вот с какими проблемами сталкивается Союз в наше время? Я думаю, Союз сталкивается с такими же проблемами, с какими сталкиваются все художники России на сегодняшний день. Это то, что художник лишился государственной поддержки. Если раньше был художественный фонд, который позволял получить любому художнику заказ и заработать себе на кусок хлеба, также были регулярные закупки в Национальный художественный музей, и лет
20, наверное, уже этих закупок не было. В этом году, наконец, после большого перерыва, эта закупка состоялась, но за это время у художников накопилось столько шедевров, что, конечно, не у всех художников музей смог закупить эти работы. Это не удовлетворяет потребности. И у нас, конечно, есть свои региональные особенности, свои проблемы, да, то, что у нас затруднена Оля, транспортное у нас сообщение. телефон сейчас. Давайте мы прервемся Хорошо. вначале. Так, вы наушники оденьте, там будет слышно. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это Харитонов Федот Петрович, Кангурского района, Харанского наследа. Очень приятно. Это я поздравляю, что вы выступаете по радио, и мы слушаем вас. в прямом Спасибо. эфире. Как погромче сделать? Мне вот такой вопрос. Я занимался долго, это Аллукмас. Его изображение, скульптурное изображение и так далее. Я читаю нескольких Олонхо прочитал, и все это нарисовал, и скульптурно сделал. Как говорят, это Олонхосуты наши. А так получился так, что это нынешние наши сделавшие Шехелонхо Аллукмас совсем не соответствует действительности. Оказался так. Это вы можете тоже проверять, если читаете по-якутски, но не только это Джулурия Ниргумбатор, а других. Там много книг Олонхо. Из этого Олонхосу там надо сделать этот красивый Аллукмас. А в чем вопрос ваш? Нарисовать. Прежние это художники, советские художники, никогда не рисовали Аллукмас полностью. Они только рисовали где-то по половине, и там они отрезали. Поэтому как действительно изображается Аллукмас, никакой художник еще не сделал. А вы знаете, как это сделать, да? Я прочитал это Олонхо и сделал, все это нарисовал, но я не художник. Я просто так, любознательный. На самом деле, я думаю, да, что касается изображения Аллукмас, потом значение определенных якутских орнаментов, на сегодняшний день какая-то прям точка не поставлена, потому что специалисты, которые по много лет этим занимаются, да, даже они между собой спорят. А художники, которые у них, более разбросанные интересы, они тем более так узко эту тему не раскапывают. На самом деле можно спровоцировать какое-то мероприятие, посвятить, например, конференцию, выставку, посвященную Аллукмас, и там все эти вопросы рассмотреть. И если такое мероприятие случится, или вы можете быть его инициатором, пожалуйста, приглашаем вас в нашу галерею, мы привлечем необходимых специалистов, и можно очень подробно этот вопрос рассмотреть, который на самом деле многих волнует. Это актуально, да. Спасибо. Сейчас говорили о проблемах, да, но какие перспективы у Союза есть? Перспективы, я думаю, достаточно хорошие, потому что у нас, как я начала рассказывать, выставочная деятельность развивается, и у нас предстоит серьезная выставка не только в Красноярске, но и, например, у нас есть приглашение от Монгольской национальной художественной галереи. Также, поскольку наши связи развиваются с другими городами, когда я ездила в Красноярск на 35-летие, отделение Российской академии художеств, я познакомилась с другими председателями союзов художников, с Иркутском, с Омском, с Новосибирском. И, в принципе, мы с ними со всеми договорились, что можем затеивать различные совместные проекты, выездные выставки, обмены делегациями на пленэр. Съездили на пленэр мы в этом году не только в Монголию, но и тоже во Владивосток, и поняли, что это очень перспективное направление для развития якутских художников. К себе приглашать художников с других стран и из других регионов России, и самим ездить. Если заранее покупать билеты, то, в принципе, это по карману среднему человеку, который скромно зарабатывает, может подкопить.
Мгм. Выезжать, да? Да. Мгм, мгм. В этом вы видите перспективы развития? Но также перспектива развития в том, что у нас притекают новые силы, скажем так. То есть сейчас у нас ждут рассмотрения заявки от 6 новых кандидатов в члены Союза художников, которые прошли отбор здесь, в городе Якутске. В дальнейшем, в марте следующего года, их кандидатуры будут рассматриваться уже в Москве, в Союзе художников России. И это уже поколение идет уже несколько с другим мышлением, с несколько другим языком. И я думаю, что появляется какой-то новый взгляд, новые силы. И это тоже перспектива. Да, это интересно. Когда что-то вот новое появляется в искусстве. Ну, вот, Ольга, вот о вашем творчестве, да, мы говорим попозже, да, давайте сейчас вначале молодым нашим художникам предоставим слово. Роман, вы принимали участие в фестивале вы приняли участие. А вот расскажите вы об этом. Ну, фестиваль проходил в городе Салехарде, Янау и Ямало-Ненецкий автономный округ. Режиссерам сейчас попросим показать работы Романа. Ну, там я второй раз участвую. Вот получается, фестиваль раз в 2 года проходит. Очень масштабное мероприятие. Он, кстати, имеет такой международный статус. Там, в свое время там принимали участие из различных других стран, из Америки, с Аляски, по-моему, там, с Финляндии. Ну, сейчас вот, короче, получается, там не так сильно разнообразно. Но с России приехали со всех разных уголков, с Магадана, Чукотки, с Хабаровского края, с Камчатки, там Андрей Дуканов, ну, все его знают, наверное. Ну, очень широкий такой прямо состав участников был. Работ было больше 100 конкурсных работ. И в рамках этого фестиваля, значит, там проходил такой творческий конкурс мастеров. Там 30 мастеров садились бармашинками и в течение 2 дней создавали, ну, давались какие-то кость, да, вот эти материалы, бармашинка. И вот 2 дня надо было создать, ну, как бы вот вещь, которая вот... Это очень сложные условия для художника. Да, получается. И, значит, ну, сама тема была «Душа Севера», и конкурс так назывался «Душа Севера». Очень красивое поэтическое название. И вот, получается, там меня удостоили, получается, 1-е место. 1-е место, поздравляем. Да, Дорогие большое. друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, через 2 минуты вернемся в студию и продолжим наш прямой эфир. Не переключайтесь, будет интересно. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир в программе «Якутск сегодня». И сегодня в Международный день художника у нас художники Ольга Скорикова, Надежда Комиссарова и Роман Петров. Роман, вот расскажите о себе, расскажите. Ну, я художник как косторец, основная моя такая вот стезя, так скажем. Потом я преподаватель в Нанском педколледже, преподаю ювелирное дело. Ну, плюс ко всему занимаюсь ледяной скульптурой, деревянной скульптурой. Ну, активно участвую в этих конкурсах, фестивалях. Ну, что еще сказать? Ну, еще плюс всего кузнец. Делаю ножи там, получается. Вот. А что вы окончили? Ну, много где учился, на самом деле. Вот Намское педагогическое училище, это родное мое училище, получается. Потом Кухом есть такое, это Картасельское училище художественной обработки материалов, это Костромская область, ну и Саха педагогическая академия, и плюс еще там, ну, курсы, естественно, там в Москве учился немножко там, да. Ну, постоянно учитесь, это хорошо. Вот вы не только косторезным искусством занимаетесь, но еще и скульптурой, да? Да. И вот с этими скульптурами вы принимали участие в фестивале? Ну, в фестивале, как я тогда расскажу, получается, там, значит, вот этот конкурс был, там в течение 2 дней мы занимались этими работами, там я занял, значит, получается, 1-е место, но что хочется сказать, что там уровень очень высокий был, там такие мастера были, я вот не знал, что мне что-то дадут, там, ну, даже думаю, ну, ладно, что, поучаствую, ничего страшного, но там Ямало-Ненецкого автономного округа, там, получается, очень много
Красноярского края, это Дудинка поселок есть, там живут, значит, такие национальные долганы, очень хорошо разговаривают по-якутски, считают себя саха. Но они себя саха называют. Да, вот я с ними познакомился, ну, ребята очень сильные, там ребята, ну, прям режут очень сильно. Магадан, опять же, там, Камчатка, ну, я не буду повторяться. И вот, значит, в рамках этого, получается, был этот конкурс, и плюс еще была основная программа, это, значит, там были мероприятия разные, приезжали господа из Москвы, обучали, как продавать эти работы, как правильно их подавать, там, в общем. И шел еще один конкурс, это когда уже вот основные работы выставочные, они вот тоже, получается, мне тоже дали номинацию там за виртуозную резьбу, что-то такое, но на самом деле там победил это, получается, из города Кировска, Мурманской области, ну, мастер вообще, это делал шедевр, там ларец почти там высотой 50 сантиметров, все прям, он склеил это все, а место, где он клеил, не видно вообще принципиально. И это за 2 дня все было сделано? Нет, это уже основная работа, это, естественно, они уже. там, конечно, несколько долго работали. Ну и потом, значит, в рамках этой мероприятия были еще и детский конкурс, когда дети сами тоже резали. Вот самое интересное было это вот посмотреть, как вот дети, вот ученики разных школ резали вот уже прям на ваших глазах какие-то вещи, ну там. Ну, естественно, они посмотрели на нас, что-то там делали, и вот, ну, как бы не повторили, но было видно, что мы повлияли на них. Но там вещи вот прям действительно удивительные получили. Там делали зайчика с оленями рогами. Да, и вот до самого, вот, по-моему, первое место это заняла работа, но это вообще удивительная вещь была. В принципе, почему зайчик, почему, значит, ну, там целая гигантская какая-то там метаморфозы, там то все, да. Нет, там у них, получается, сказания какие-то идут, по сказке это было. Ну вот конкурс прошел отлично, мне понравилось. Это я второй раз, получается, участвую. Первый раз я там тоже позапрошлом году участвовал, но там тоже вот мне как бы повезло. Там, правда, первое место занял я, но уже по основной программе, получается, там моя работа, там нож с подставкой был. Так что это удачно, в общем, для меня этот конкурс. Очень хорошо, поздравляем вас с большим успехом. Вот потом мы о проблемах косторезного искусства еще с вами поговорим, и сейчас еще Надежде предоставим слово. Надежда тоже, вы с Ольгой тоже принимали участие в Москве, да, в выставке, вот расскажите. Выставка проходила в московском в МОМе, Центр современного искусства. Музее современного искусства. Микрофоны поближе. Якутского искусства. Там приняло участие около 10 художников. Да? И там в основном были работы вот современного искусства. И выставка прошла очень успешно. Вот мы видим ваши работы сейчас на экране. Посетителей было очень много. Всем очень понравилось, потому что выставка вызвала очень большой такой вот интерес у посетителей, потому что им было интересно именно вот что такое якутское искусство, якутская культура, традиции там вот, потому что как бы московская публика немножко устала от этого. Да, оно уже типизированное стало, какое-то современное искусство. Поэтому им, видимо, мне так показалось, что им хотелось увидеть что-то новое. И вот поэтому посетителей было очень много. Ну, они, наверное, и слышали о якутском искусстве, москвичи. Многие, впервые увидели якутское искусство, и нам очень понравилось, что эту выставку продлили по срокам, что там было 2 тетради отзывов, что эта выставка входила в топ рекомендуемых посещений для туристов. Ну, то есть результат был просто блестящий. Столько информации было, например, вот в соцсетях об этой выставке. Вот даже организаторы говорят, что именно вот таких отзывов у нас, в общем, не было по другим выставкам, которые у них там проводились. Ну вот об этих работах расскажите, которые на экране. Вот эта вот работа. Вот эта работа, которая висела вот на этой выставке в Москве. Это ксилография, гравюра на дереве, которая отпечатана, довольно-таки большая. И там выставила эту работу. И, я в основном занимаюсь гравюрой, техникой печатной графики. И
Вот эта работа, ну, там серия работ из 3 работ, в юрте называется, это работа мамы. Ну, вот как в юрте они сидят. Вот эта работа выставлялась на выставке творческой группы «Архетип», в которой я состою. Там тоже были современные работы такие, молодых авторов. Ну, инсталляциями я тоже занимаюсь, арт-объектами, не только печатной графикой. Ну, о себе расскажите, где вы учились? Училась я здесь, в Арктическом институте. Потом поехала учиться дальше в Красноярск, в Академию художеств. Потом приехала и сейчас вот преподаю в Арктическом институте. И член Союза художников, да? Да, член Союза художников. Ольга, вы же тоже принимали участие, да, в этой выставке в Москве? Да, Какие работы? Что удивительно, в этой выставке вот принимали люди с разных творческих поколений. Вот работы Ольги показывают Скориковой. Но это не с московской выставки работа. Это работа называется «Большие травы». Она передала вот то мое эмоциональное состояние, которое в тот момент у меня было наступающей зимы. Да. Надо сказать, что Ольга Скорикова художник-дизайнер. Ну да, дизайнерская профессия сказывается на моих работах. Они часто являются какими-то знаками, передают некое состояние или некий посыл к зрителю. Вот это облако, например, пронизанное солнцем. Это рыбак. «Удачная суббота» называется картина. То есть это горожанин выехал, наловил рыбы и почувствовал свое единение с природой и совершенно счастливый, Да, как видно, богатырь. да, что он счастлив. Видно, что он счастлив, освещен солнцем. Ну, это опять посвященная зиме работа, как наши якутские лошадки выживают зимой, выкапывают питание себе из-под снега. Интересно. Это похищение Европы. Это целевая была работа к выставке, посвященной мифологии. Ну, вы о себе расскажите, вы что закончили, где учились? Вы дочь известного художника Афанасия Собакина. Да, поскольку я выросла в семье художника, у меня было мало колебаний по поводу выбора профессии. Колебание было, когда я уже закончила Якутское художественное училище, можно было поступать куда-то дальше. Одним из моих желаний было поступить в текстильный институт. И в итоге меня внезапно занесло на дизайн интерьера, о чем я никогда не мечтала. На самом деле это оказалась очень интересная профессия, очень востребованная. Мне удалось осуществить большое количество проектов в городе и по республике. Ну, самый значительный это был и остается Сахатеатр. Из последних объектов это, наверное, Оленёкский этноцентр, перинатальный центр. Ну, сейчас идет строительство онкологического центра, где тоже мы принимаем участие. Ну, и параллельно я стараюсь успевать творчески работать и работать председателем. Ольга, вот я знаю, что вы стараетесь продвигать современное искусство. Я бы так не сказала. На самом деле, например, у нас есть замечательный художник Федот Макаров, совершенно академического толка, очень правильного. Я его большая поклонница. И я, конечно, со своей стороны вот, готова сделать все, чтобы его продвигать, чтобы у него были выставки, чтобы у него были звания. Это, что касается меня лично, да, то, возможно, да, что вот сама бы я больше хотела экспериментировать в современном искусстве. Но что касается членов Союза художников, я бы поддерживала не какой-то стиль или направление, а, скорее всего, качество, уровень мастерства, энтузиазм. У художников сегодня непростая жизнь. Что все-таки заставляет связывать свою жизнь с искусством? Вот к вам ко всем этот вопрос. Надежда, с вас начнем. Ну, я вообще вот, ну, как и все, наверное, рисую с детства, да. И с детства мечтала быть художником. А у вас в роду родственники есть, да, художники? Ну, у меня был в роду художник-график Валериан Васильев. А, да? Вот. Ну, как бы в этом детстве мне, ну, дедушка рассказывал, наверное, папа тоже там что-то показывал, вот. Но я тогда не имела понятия, что такое графика. Я просто ну, брала карандаши, как все дети, и рисовала. Это уже, когда уже
в старших классах уже начала понимать, что такое графика, там, что есть такие художники. Ну вот и поступила в институт на художника-графика. Знаю, что сама профессия художника очень даже... Да, но меня это как-то не волновало, что будет там. Что чисто профессии себя не... Что нужно преподавать приходится, да? Преподавать приходится. Ну, да, но я все равно считаю себя вот в своей профессии художник, а не преподаватель, например. Больше художником Больше считаете художником, себя. да. Ну и над чем сейчас работаете? Вообще работы очень много. Времени вообще на все не хватает. На выставки постоянные, то в Союзе художников, то персональные выставки. Ну вот я сейчас готовлюсь к персональной выставке, которая будет как раз, надеюсь, что будет вот в нашей галерее, в вашей галерее. Ну пока весной стоит. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу и через 2 минуты вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». В студии Николай Слепцов-Айдын, Мария Новгородова, у микрофона Любовь Петрова. Сегодня Международный день художников. У нас в студии художники Ольга Скорикова, Надежда Комиссарова и Роман Петров. Мы говорим об искусстве, о сегодняшнем дне художника, о выставках, о фестивалях, о проблемах и перспективах развития изобразительного искусства Якутии. Ну вот на этот вопрос, что заставляет связывать свою жизнь с искусством? Вот вас, Роман. Скажем так, художник это как бы не совсем профессия, на самом деле. Это как бы образ жизни, да, может быть, даже смысл жизни какой-то определенный. Состояние что, души. Да, тут намного глубже, и вот так вот, прямо так вот я художник. Да, вот в советское время были художники, да, вот рисовали они эти плакаты, там, агитации, вот это, да, это профессия художника. А тот, связан с творчеством, со своими какими-то выражениями своих вот этих переживаний, там, личных каких-то мыслей. Я не думаю, что это как бы профессия, да. Скажем так, профессия, это скорее ремесло, наверное, скорее, да, можно отнести к этому. А художники – это совсем другие люди. Когда я был мальчиком, учился в художественной школе, мои преподаватели, тоже большие художники, они сказали: Рома, запомни, говорит, художник – это слово «худо». Не жди, что тебе это когда-нибудь принесет что-то, какое-то, допустим, благосостояние или что-то такое, да. Ну, в самом деле, да, вот они, в чем-то были правы, но времена меняются, да, как бы сейчас бы художники, на самом деле, я не думаю, что прям так плохо живут. Если они делают свои, выражают себя, делают вещи, у них нет времени, да, это просто замечательно, на самом деле, да. Это, наоборот, говорит о том, что они живут полнокровной жизнью, что все у них состоялось, что они, не будут потом, кажется, в старости вспоминать о потерянных этих временах, что у них было. Мне кажется, это замечательно. Да. Ольга, а вы? Я бы, наверное, для себя так определила, что в каждом человеке какая-то бурлит радость жизни, и ему хочется это как-то выразить. Вот кто-то печет торт, кто-то идет рыбу удит, да, кто-то шьет новое платье, а художники выражают вот это вот свою потребность выразить свое отношение к жизни именно через искусство. И это качество, оно, скорее всего, врожденное, что именно таким образом я хочу транслировать, как я переживаю эту жизнь, как я ее ощущаю. А вот как соотносится коммерция и творчество? Вот коротко. Если сказать об этом. Коротко говоря, что когда художник делает работу, в идеале, конечно, он должен делать ее прежде всего творчески, самовыражаться и делать то, что ему делать хочется в данный момент. Если он думает о покупателе, то это очень сильно его тормозит, работы становятся штампованные, его творчество переходит на уровень ремесла. И это на уровне России, например, чувствуется в том, что
в крупных городах есть прямо плеяда художников, которые заточены именно на коммерцию. Они пишут такие простенькие по сюжету понятные работы, очень высусеканные, там рыбки с чешуйками, цветочки с тычинками. Ну, как бы приближенные к фотографии, скажем так. Вот давайте, Роман, с вами поговорим о проблемах косторезного искусства. Вот косторезы обычно жалуются, что очень сложно с сырьем. Это так? Ну, на самом деле, да, это, конечно, так. Это основная проблема, наверное, костореза, потому что, хотя мы и живем там в таком месте, где вот, ну, недостатка в этом материале не должно быть, на самом деле, потому что, ну, рядом вот эти вот бивени добывают. Ну, у нас в республике, получается, это самая основная вот эта добыча бивня, это вот наша республика, ну, по северам, естественно. Тут же у нас есть и лось, и бараны эти горные, и олени те же самые. Ну, на самом деле, много у нас материала. Но, есть, да? Да, но это все, во-первых, стоит денег, это раз, да. Ну, допустим, бивень, мамонт, это очень дорого, конечно. А во-вторых, опять же, трудно достать. На самом деле, вот, так вот законно взять и пойти и купить это все сложно, на самом деле. Там нужна лицензия, там нужны какие-то, не знаю, связи, что-то где-то знать, где-то что-то это знакомства какие-то. Ну, а потом себестоимость изделия очень это повышает себестоимость. Ну, естественно, но да, вот основная проблема-то была в чем? Потому что вот поначалу-то вот, ну, такой не сильно дорогая была, но вот наш, как бы, китайские друзья наши, получается, они взвинтили цену до небес, просто до небес, там суммы гигантские просто они платили за вот этот бивень. Естественно, этот бивень, конечно, здесь в Якутии не оставался. Он весь уходил либо в Китай, либо в Санкт-Петербург, Москва. И там он, получается, хорошо реализовался. Ну, сейчас тут, получается, у нас как бы цена немножко упала, более доступно стало, но тем не менее, да, это все очень дорого, и вот да, это основная проблема. Да. А есть вот у нашего косторезного искусства свое собственное лицо? Да, не просто лицо, а у нас есть школа косторезного искусства, якутская называется. Она признана, вот, допустим, где я был на этих на выставках, на конкурсах, всегда говорили, вот якутская школа, вот здесь это приехали якуты и вот делают свои работы. Так и вот, да. Это лицо, я думаю. Ну, это бренд же, да, вообще на самом деле. Вот наше якутское косторезное искусство – это как бы лицо нашей бренда, лицо нашей Якутии. Ну, лицо нашей Якутии, я думаю, наши косторезы все-таки, да, это все-таки, вот, можно сказать, Федор Иванович Марков, допустим, да, вот. Ну, Василий Амадаев, да, нынче, к сожалению, он умер, получается, вот. Мамонтов Константин, да, он тоже, к сожалению, сейчас нас покинул. Вот это достаточно узнаваемо. Я с ними постоянно ездил в разные страны, в Венгрию, Финляндию, в Америке мы были вот с Федором Ивановичем. Все его знают, все его привечают, узнают. Так вот. А вот как бы вы хотели, чтобы как развивается наше, как будет развиваться, как вы себе представляете наше изобразительное искусство? Оно уже развивается, я думаю, в этом направлении, в том плане, что само искусство со временем будет все более экспериментальным, я бы сказала, более поисковым. Сейчас мы все еще находимся под отголосками, наверное, социалистического реализма, когда вот предыдущему поколению, в общем-то, официальное государство диктовало, что нужно рисовать, что нельзя, что можно, что нельзя, как нужно, как не нужно. И осталась какая-то вот некая скованность, да, и типа какой-то колее. Если ты будешь играть по правилам, тебя признают, тебе дадут звание, тебя купят, и наоборот. А сейчас, что хорошо, ну, с одной стороны, государство нас не поддерживает, но зато и руки развязаны. И я думаю, что это приведет к тому, что искусство будет более индивидуализировано, что все будут более разнообразно работать. Но, с другой стороны, надо и воспитывать, да, зрителя. Воспитывать в том плане, что работы художника могут быть разными, не обязательно такими, которые ему с первого взгляда понравятся, чтобы зрители стали понимать, что искусство может быть разным. Например, когда я была
в Париже, в Жорже Помпиду, меня удивила реакция зрителей на то, что они смотрят. Они ходят большими там толпами с маленькими детьми, и, в принципе, они все воспринимают очень спокойно, ничего их не возмущает, не приводит в шок, все это им интересно. Я вот думаю, что постепенно наш зритель тоже будет таким и не будет от чего-то шарахаться, пугаться. Бурно реагировать на что-то, на то, что не похоже на их представление, да? Мгм. А вот современное, в чем актуальность современного искусства? Вы имеете в виду по содержанию или по языку? И по языку, и по содержанию. По содержанию, ну вот Надежда, наверное, меня дополнит, да, что современное искусство, как правило, исследует какую-то проблему. Если традиционное искусство, это, можно сказать, любование миром или фиксация какого-то факта, то современное искусство, оно более полемично, оно пытается втянуть зрителя в диалог различными средствами. То есть, как правило, это необычная техника, необычный сюжет, что-то, чтобы ты на выставке вот так мимо этой работы не прошел, не заметив, да, чтобы что-то тебя зацепило, чтобы ты остановился и подумал, и посмотрел, что это такое. Я думаю, что вот эта вот диалоговость какая-то, да, со зрителем, это, наверное, одно из основных отличий традиционного искусства и современного искусства. Надежда? Я согласна с Ольгой. И что оно должно затрагивать какую-то проблему. Например, вот проблема экологии, да? И людей это должно цеплять. Ну, например, вот если мы говорим об экологии, то до людей, может быть, не доходить, например, какие-то там исследования. А если это показать, да, каким-то арт-объектом там, до них может дойти, например, вот, да, как это вот зацепить их как-то, да, затронуть, растрогать как-то. И ведь и в памяти какая-то картинка останется, и, может быть, они об этом уже задумаются, например. Ну, у нас осталось буквально 1,5-2 минуты до конца эфира. Вот ваши пожелания нашим телезрителям и радиослушателям, пожалуйста. Ну, мы приглашаем всех наших радиослушателей и зрителей чаще бывать на наших выставках. В СМИ мы регулярно даем информацию. И думаем, что если у вас появится привычка ходить на художественные выставки, что в вашей жизни просто будет более интересных событий, вы получите больше удовольствия. Да. Получите огромное удовольствие и смену впечатлений. Да. Что в нашей монотонной жизни, кстати, очень важно. Роман? Хочу пожелать им здоровья, удачи. Ходите на выставки, да, искусство должно влиять на умы. Возможно, вы причерпнете что-то на будущее себе, изменится ваш взгляд на мир, вы станете другими, лучше. Надежда, Не бойтесь Всё. ходить на выставки современного искусства. Это хочу сказать. я благодарю вас за участие в нашей передаче. Поздравляю вас сегодня с Международным Спасибо. днем художника. Желаю вам успехов. Спасибо. Мгм.